Проект бюджета Якутии на 2022 год и на 2 последующие года прошел публичные слушания. В формате ВКС участники совещания обсудили, каким станет главный финансовый документ предстоящих лет, на что в проекте сделан упор и какие задачи учтены при его формировании. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. Доходная часть бюджета республики только в 2022 году составила более 230 миллиардов рублей. Образовавшийся дефицит бюджета, как отметили эксперты, в размере более 800 миллионов рублей сохранен на прежнем уровне и не будет увеличен, что является неплохим показателем эффективности применяемых финансовых подходов. Достаточно серьезный объем у нас сохраняется по инвестиционной программе. Конечно, центральным мероприятием является продолжение политики переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Национальные проекты выходят на новый уровень. В следующем году у нас объем даже выше, чем в 2021 году. 2022 год по национальным проектам составит примерно 33 миллиарда рублей. Также продолжится ремонт и строительство автомобильных дорог. Дорожный фонд у нас будет пополняться. Кроме стратегических задач, перед отраслью будут стоять и вполне практические. Это касается строительства объектов здравоохранения, спорта и социального обеспечения и образования. До 2024 года планируется ввод 48 школ и 22 детских садов в республике. Естественно, образование – это у нас приоритетное направление, и оно будет профинансировано на 100%. Это было и в 2020 году у нас проблемы были, там, но все равно образование мы вытянули на 100%. Поэтому этот вопрос достиг положительного решения, скажем, да. В ходе публичных слушаний спикер парламента Алексей Еремеев обратил внимание на низкий уровень заработной платы части работников бюджетной сферы. Напомним, несмотря на то, что в 2021 году заработная плата бюджетников была повышена на 3%, этого недостаточно, учитывая как инфляцию, так и повышение цен в регионе. Вопрос касается 37 тысяч жителей Якутии. Мы провели мониторинг, и получилось так, что даже очень многие высококвалифицированные специалисты получают ниже МРОТ и до них дотягивается. Мы очень надеемся, что все-таки в бюджете на следующий год этот вопрос будет, мы хотим, чтобы не менее 6%. Только тогда мы обеспечим как раз дифференциацию оплаты труда. Предстоящую трехлетку республика также будет финансировать мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса. В этой части большое внимание будет уделено программе здравоохранения региона, лекарственному обеспечению, санавиации, а также увеличению бюджета территориального фонда соцстраха. Сейчас готовится постановление правительства Российской Федерации о внесении изменений методики расчета субвенции. Будет поправки внесены и будут выделяться дополнительное финансирование, именно бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Это очень большое достижение. Вот эти суммы, они пойдут как раз на те проблемы, на покрытие расходов по содержанию именно медицинских организаций, учреждений. Главный финансовый документ еще не принят и пройдет целый ряд обсуждений на разных уровнях. В окончательном чтении его примут в конце этого года. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск.